الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا. Дорога в Карбала. إلى كربلاء ويمضي القضاء أبيت الرجوع ليقضى البلاء. إلى كربلاء ويمضي القضاء أبيت الرجوع ليقضى البلاء. طلبت المسير لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. طلبت المسير لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. فسرت وساروا من الآل جمع ولله كانوا هم الأوفياء. فسرت وساروا من الآل جمع ولله كانوا هم الأوفياء. وداعا 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 أيا سبط خير الأنام. رحلت شهيدا لرب السماء. وداعا أيا سبط خير الأنام. رحلت شهيدا لرب السماء. إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء. 4-я серия. إلى كربلاء ويمضي القضاء. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, мир и приветствие Господину всех посланников и печати всех пророков, а также его благому и чистому семейству, а также его сподвижникам. А затем, в лагере Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, между палатками шла Зайнаб, дочь Али. И вот она остановилась у палатки своего брата Аль-Хусейна, и вдруг услышала, что Хусейн произносит строки стихов, словно утешая себя, словно прощаясь с этим миром. Зайнаб стала прислушиваться к тому, что же говорит ее брат Аль-Хусейн. «О судьба! Какой ты скверный друг, и сколько будет на рассвете и вечером у тебя убитых! Ведь судьба не довольствуется ничем другим, и только к Всевышнему возвращение, и все живые последуют моим путем». Зайнаб поняла, о чем говорит Аль-Хусейн, и что он подразумевает, и тут она зарыдала, да будет доволен ею Аллах, и поспешила войти в палатку своего брата. Заплакав от услышанных слов, Зайнаб вошла к своему брату Аль-Хусейну, да будет доволен им Аллах, и, продолжая плакать, сказала: «О, какая потеря! О, какая потеря! О, если бы смерть забрала меня сегодня! Умерла Фатима, моя мать, и Али, мой отец, и Аль-Хасан, мой брат». Аль-Хусейн обернулся к ней и стал успокаивать ее, говоря: «О, сестричка, пусть сатана не лишит тебя благоразумия». На что она ответила: «Ты дорог мне, как отец и мать. Моя жизнь является выкупом для твоей. Моя жизнь является выкупом для твоей».
Эти слова говорит женщина, которая готова отдать жизнь за своего брата Аль-Хусейна. И Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, увидев ее слезы, тоже заплакал и сказал: «Если бы Куропатку оставили в покое, то она спокойно спала бы ночью. Если бы Куропатку ночью оставили в покое, то она спала бы». Тогда Зайнаб стала рыдать еще сильнее и потеряла сознание. Аль-Хусейн брызнул ей в лицо водой. Когда же она пришла в себя, то опять начала плакать, и он плакал вместе с ней. Аль-Хусейн сказал: «Побойся Аллаха, сестричка, побойся Аллаха и утешайся утешением Аллаха. Поистине все люди умирают, и даже обитатели небес не останутся. Ведь все погибнет, кроме лика Аллаха. Мой отец был лучше меня, моя мать была лучше меня, и мой брат был лучше меня. И для каждого мусульманина посланник Аллаха является примером». И вот Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, стала успокаиваться. И когда она успокоилась, он сказал ей: «О, сестричка, заклинаю тебя именем Аллаха, сделай то, о чем я тебя попрошу». Зайнаб спросила: «Что же ты хочешь?» Он сказал: «Прошу тебя, в том случае, если я погибну, не рви на себе одежду, и не царапай себе лицо, и не причитай, крича: «О горе мне, о гибель мне». Обязательно выполни то, о чем я тебя попросил». Представьте себе эту сцену. Аль-Хусейн плачет, и сестра его Зайнаб плачет, расставаясь. С кем? Расставаясь со своим братом. Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Верующие проявляют терпение при любом несчастье. И когда две группы выстроились друг против друга, началось сражение. Сражение было жестоким. Сторонники Аль-Хусейна проявили в этом сражении исключительную храбрость и самопожертвование. Аль-Хур ибн Язид ат-Тамими атаковал сторонников Убайдилля ибн Зияда, двоих из них убил, затем погиб сам, да помилует его Аллах. Стоя, размахивая мечом, Али ибн Аль-Хусейн кричал: «Я, Али ибн Аль-Хусейн ибн Али, клянусь Господом Каабы, мы самые близкие к пророку». И тут копье пронзило его, и он был убит, да будет доволен им Аллах. Во время боя стрела пронзила маленького сына Аль-Хусейна, и Аль-Хусейн, вытирая его кровь, говорит: «О Аллах, рассуди между нами и этими людьми. Они пригласили нас, обещая поддержку, а сейчас убивают нас». На поле сражения вышел Абу Бакр ибн Али и закричал стихами: «Это Аль-Хусейн, внук отправленного пророка. Его мы защищаем сверкающим мечом. Я отдаю за него свою жизнь, за прославленного брата». Силы были неравны, и сторонники Аль-Хусейна понимали, что им не победить это огромное войско. Поэтому единственной их целью было умереть, защищая Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах. И они погибали один за другим, защищая его. Они падали перед Аль-Хусейном, да будет доволен им Аллах. Их тела падали, но души возносились к райским садам, к седалищу истины возле всемогущего властелина. В сражении убивают Абу Бакра ибн Али, убивают Умара ибн Али, убивают Усмана ибн Али, а также Аль-Джафара, Аль-Аббаса. Сыновья Али защищают своего брата Аль-Хусейна и погибают. Они были правдивы, когда давали обещание Аль-Хусейну, сказав: «О Аль-Хусейн, мы отдадим за тебя свои жизни, свое имущество и свои семьи, и будем сражаться вместе с тобой, пока не погибнем. Как отвратительна жизнь без тебя». Сражение все ожесточалось. Сторонники Аль-Хусейна бились яростно и отчаянно, как истинные герои, и погибали в бою один за другим. Вперед выдвинулись сыновья Аль-Хасана, которые сражались на пути Аллаха, защищая своего родного дядю Аль-Хусейна, мир ему. В бою пал Абу Бакр, погиб Умар, был убит Тальха, сыновья Аль-Хасана, да будет доволен ими Аллах. Друг за другом выдвинулись сыновья Аль-Хусейна. В бою погибает Али-старший, погибает Абдулла, убивают Умара. Все сыновья Аль-Хусейна погибают. Никого не осталось, кроме Али-младшего, который был болен. Все сыновья Аль-Акиля были убиты один за другим. Все сыновья Абдуллы Аль-Джафара тоже погибли. Все они, ожесточенно сражаясь, умирали на пути Аллаха. Мужчины были убиты, герои погибли. Остался тот, кто был целью всей этой бойни. Кто остался? Остался Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах. Несколько тысяч воинов против одного.
Но он был львом, подобно своему отцу. Вот он сражается с одним, отталкивает другого, наносит удар этому, убивает того, пока не появился этот мерзкий человек по имени Шамру ибн Зиль-Джаушан и не крикнул: «О люди, да лишатся вас матери, убейте же его! Идите к нему и убейте его!» Так этот мерзкий человек побуждал людей, но люди боялись пролить кровь Аль-Хусейна. Аль-Хусейн же, как герой, продолжал сражаться на пути Аллаха, пока его не окружили. Несмотря на то, что он был окружен тысячами воинов, он наносит удар одному, отталкивает другого, и он вовсе не щадит своей жизни, напротив, он словно несет свою душу на ладони, либо жизнь, которая обрадует друга, либо смерть, которая разгневает врага. Тогда Шамру ибн Зиль-Джаушан крикнул: «Бросьте в него копье, убейте же его, да лишатся вас матери». И он метнул копье первым. Или это был Синан ибн Анас. Кто-то из них двоих метнул копье. И копье пронзило ключицу. Кого? Ключицу любимца посланника Аллаха. Хлынула кровь. Еще один удар нанесли ему в грудь. Он смотрел на людей вокруг себя, и мир этот стал темнеть в его глазах. Чья кровь текла? Текла кровь Аль-Хусейна. Да, Аль-Хусейна, мир ему. Он был убит. О, если бы эти преступники ограничились только убийством Аль-Хусейна, мир ему. Нет. Они еще отделили эту благословенную голову от его благородного тела. Разве они не слышали слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал о Аль-Хасане и Аль-Хусейне: «Они оба являются моими благоухающими базиликами в этом мире». А аромат базилика вдыхают, но не срезают его, и к нему прикасаются, но не вырывают. И поэтому глаза имеют право плакать, а сердце печалится, но язык не говорит ничего, кроме слов. Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему наше возвращение. И поистине мы, Аль-Хусейн, разлуки с тобою сильно опечаленны. أيا صبت خير الأنام وداعا أيا صبت خير الأنام رحلت شهيدا رحلت شهيدا لرب السماء. 11 Мухаррама взошло солнце над грустной и печальной землей Карбалы. И как ей не грустить, когда она приняла тело внука пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тело Аль-Хусейна ибн Али, мир им обоим. Пришли помощники Убайдилля ибн Зияда, этого преступника, и забрали в Кафу женщин рода посланника Аллаха. И вот повели их через поле битвы, где они увидели ужасное зрелище. Повсюду лежали порубленные тела, части тел были разбросаны по полю. И женщины посмотрели на тело Аль-Хусейна со слезами на глазах и опечаленными сердцами, и попрощались с ним, бросив этот последний прощальный взгляд. Группа людей из рода посланника Аллаха, оставшихся в живых, прибыла в Куфу. Народ с интересом смотрел на них. На кого же они смотрели? Они смотрели на Зайнам бинт Али, на Сукайну бинт Аль-Хусейн, на Фатиму бинт Аль-Хусейн, на Аль-Хасана ибн Аль-Хасана, на Зейнуль Абидин, Али ибн Аль-Хусейн и на остальных. Это были люди, которых постигло огромное горе. Их сердца были ранены, ведь были убиты самые дорогие для них люди. Был убит Аль-Хусейн, были убиты их любимые, были убиты их друзья, и вот они, опечаленные горем, прибыли в Куфу. Все жители Куфы вышли на улицу, наблюдая за ними. Тогда поднялась Фатима бинт Аль-Хусейн и, обращаясь к ним, сказала: «О жители Куфы, о народ предателей и коварных людей, поистине вы были испытанием для рода посланника Аллаха.
а мы были испытанием для вас. И Аллах сделал наши испытания благим, и да будут прокляты притеснители». Затем она сказала: «Горе вам! Известно ли вам, какая из рук ваших осмелилась пронзить нас? Какая душа из вас осмелилась сражаться с нами? И какая ваша нога посмела направиться воевать с нами? Клянусь Аллахом, ваши сердца очерствели. На ваши сердца наложена печать, а ваши слух и зрение закрылись». Затем Фатима сказала: «Вы поддались наущениям шайтана и последовали за ним. Будьте же прокляты, о жители Куфы». И собравшийся народ стал плакать. Но что же это за плач? Плач после чего? Слезы после чего? После того, как был убит внук посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После того, как произошло это страшное преступление, ведь они виноваты в этом. Те, которые сначала поддержали, а затем предали. И когда Зейнуль-Абидин Али ибн Аль-Хусейн увидел, что они плачут, он сказал: «Поистине эти люди оплакивают нас, но кто же убил нас, кроме них? Но кто же убил нас, кроме них? Да, их погубили жители Куфы и их предательство». Голову Аль-Хусейна, мир ему, привезли в Куфу на собрание Убайдиля ибн Зияда. И кто-то из них сказал: «Наполни мои бурдюки золотом и серебром, ведь я убил скрывавшегося царя, убил того, чьи отец и мать были лучшими, и лучшего из них по происхождению». И когда эту благословенную голову внесли к Убайдилле ибн Зияду, к этому преступнику, то он вытащил палку и стал тыкать ею в голову Аль-Хусейна, говоря: «Если бы род этого был благим». Эту картину увидел слуга посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, и он с трудом стал подниматься со своего места, ведь был он уже преклонного возраста. И Убайдулля ибн Зияд крикнул ему: «Что ты делаешь? Сядь на место!» Тогда Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, повернулся к нему и сказал: «Клянусь Аллахом, я причиню тебе неприятности. Клянусь Аллахом, я причиню тебе неприятности. Убери от него свою палку. Я видел, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, целовал то место, куда тычешь ты своей палкой. Подними свою руку и преступную палку. Достаточно тебе того преступления, которое ты уже совершил». Поистине, однажды ночью я вошел к Аль-Хусейну и увидел вашего господина, который целовал этот род. Да будет доволен Аллах Анасом и сделает его довольным. إجراما وكف تأثما إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم يقبل ذا الفما. Убийство Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, произошло в пятницу 10 числа месяца Мухаррам, в 61 году по хиджре. Да, он был убит несправедливо и поднялся к своему Господу счастливым. Послушайте, что сказал Шейхуль-Ислям, один из величайших ученых Ибн ат-Таймия, да будет милость Аллаха над ним. Он сказал: что касается тех, кто убил Аль-Хусейна, или помогал сделать это, или был доволен его убийством, то им проклятие Аллаха, его ангелов и всех людей. Да будет доволен Аллах Аль-Хусейном и проклятие Аллаха тем, кто убил его. После того, как женщины и дети прибыли в Куфу, их привели к Убайдилля ибн Зияду. Среди этих женщин была Зайнаб, дочь Фатимы. И Убайдилля ибн Зияд, увидев ее, спросил: «Кто эта женщина?» Но она не ответила ему. Тогда одна из рабынь сказала: «Это Зайнаб, дочь Фатимы, госпожи всех женщин». И Убайдилля ибн Зияд сказал Зайнаб: «Хвала Аллаху, который опозорил вас и который убил вас». И тогда раненая горем Зайнаб ответила:
Напротив, хвала Аллаху, который почтил нас Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и очистил нас очищением, а не то, что сказал ты. Затем Зайнаб добавила: напротив, опозоренным является нечестивец и говорит ложь грешник. И Убайдулля ибн Зияд, этот тиран, обращаясь к бедной Зайнаб бин Фатима, которая была убита горем, сказал ей со всем своим высокомерием и гордостью: «Вас уничтожил Аллах. Посмотри, ты видела, как поступил с вами Аллах». И Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, сказала: напротив, Аллах предписал им смерть, и они направились туда, где были упокоены, и Аллах воскресит их, а затем они приведут доводы против тебя перед Аллахом. Аллах велик. Поистине, это слова истины, сказанные чинящему несправедливость правителю. Весть о гибели Аль-Хусейна дошла до матери Убайдилля ибн Зияда. Она пришла в замешательство. Она была потрясена случившимся. Что это за страшная весть? И кто был убит? Поистине, это был внук посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, самый благородный из тех, кто ходил по земле в то время. Она поспешно отправилась к сыну, к Убайдулле ибн Зияду, и сказала ему: «Что ты сделал? Что ты натворил? Как ты осмелился сделать это?» Он же молчал в ответ. Затем она сказала: «О мерзкий человек! О мерзкий человек! Ты убил внука посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Клянусь Аллахом, тебе никогда не видеть рая. Клянусь Аллахом, тебе никогда не видеть рая. Как ты осмелился совершить то, что совершил? Как твоя душа могла покориться тебе, чтобы сделать то, что ты сделал?» Но он не мог ничего ей ответить. И кому отвечать? Своей матери? И за что отвечать? Отвечать за убийство внука посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Она знала, какое высокое место занимал Аль-Хусейн перед посланником Аллаха и даже перед Всевышним Аллахом. Ибн Ат-Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «В этот день Аллах почтил Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, смертью мученика, и унизил всех, кто участвовал в убийстве Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, или содействовал этому, или хотя бы был доволен его убийством. Никоим образом не считая мертвыми тех, кто был убит на пути Аллаха. Нет, они живы и получают уделу своего Господа». Дорогие зрители, кто же на самом деле ответственен за убийство имама Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах? Это очень важный вопрос. И если мы, люди справедливые, то обязаны ясно и беспристрастно ответить на этот вопрос. Поистине, человек, читающий жизнеописание Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, обнаружит, что истинными сторонниками Аль-Хусейна являются сподвижники, которые жили с ним, участвовали вместе с ним в джихаде и воспитывались у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и породнились с ним. Именно они больше всего стремились удержать Аль-Хусейна от поездки в Куфу, когда предположили, что жители Куфы могут предать его, что на самом деле и произошло. Виновниками случившегося являются жители Куфы, которые отправили Аль-Хусейну множество писем и посланий, в которых они присягали ему. Но когда он отправился к ним, они отказались защищать его. Напротив, они примкнули к войску Убайдилля ибн Зияда и сражались против Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах. Войско Куфы также несет ответственность за убийство Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах. Те, кто участвовал в сражении с Аль-Хусейном, во главе с Умаром ибн Саадом, который отправился сражаться с Аль-Хусейном, желая стать амиром Раи. За случившееся также несут ответственность и те, кто непосредственно участвовал в убийстве Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах. А это Синан ибн Анас ан-Нахаи, который пронзил Аль-Хусейна и отрезал ему голову. А также Шамр ибн Зильджаушан, который добил Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах. А также Хаули ибн Язид аль-Азбухи, который понес голову Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, к Убайдилля ибн Зияду.
За гибель Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, также несет ответственность Язид ибн Муавия, который мог бы отдать строгий приказ Убайдилля ибн Зияду, чтобы не убивали Аль-Хусейна, но он не сделал этого. Он также ответственен за то, что не наказал убийц Аль-Хусейна. Как можно оставить убийц Аль-Хусейна безнаказанными после того, как они совершили это страшное преступление? Именно на этих людях лежит вина. И именно они ответственны за то, что был убит Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах. И убийство Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, вечно останется позорным пятном и черной страницей в истории правления Язида ибн Муавии. Всевышний Аллах не оставил безнаказанным ни одного из тех, кто участвовал в убийстве Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах. Их постигали слепота, потеря речи, безумие, их поражали проказа и другие страшные болезни, пока все они не были погублены в наказании от Всевышнего и Всемогущего Аллаха. Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Однажды поднялся Хаджаж и обратился к людям: «Кто из вас достиг успеха в чем-либо?» Тогда поднялся Синан ибн Анас ан-Нахаи и с гордостью воскликнул: «Я убил Аль-Хусейна». И Хаджаж сказал ему: «Хорошая работа». И как только Синан вернулся к себе домой, ему тут же связало язык, и он онемел. Затем он лишился рассудка, стал безумцем, над которым потешались дети. Когда он ел, то не мог сдерживаться и справлял нужду под себя, и люди вокруг смеялись над ним, и это продолжалось до тех пор, пока он не умер. А что касается Шамра ибн Зиль-Джаушана, этого мерзкого человека, то он был жестоко убит группой людей. Они долго его мучили, прежде чем убить, а убив, бросили тело на съедение собакам. Таково было справедливое воздаяние, и он заслужил такую смерть. Также жестоко был убит Хаули ибн Язид аль-Азбухи, а тело его сожжено. Умар ибн Сад, который был предводителем того войска, также был жестоко убит. Однажды человек по имени Ибрахим ибн аль-Аштар отправился к Убайдилле ибн Зияду, к этому тирану и преступнику, и жестоко убил его. Затем отрезал ему голову и отправил ее к Абдулла ибн аз-Зубайру. Ибн аз-Зубайр же, получив голову Убайдилля ибн Зияда, отправил ее к Али ибн аль-Хусейну. И когда голову Убайдилля установили в мечети, то внезапно появилась змея, которая заползла ему в нос и вышла изо рта. Такими были мучения, а мучения в последней жизни будут еще ужаснее, если бы только они знали. Что же касается Язида ибн Муавия, то люди возненавидели его из-за убийства Аль-Хусейна, да будет мир над ним. Жизнь Язида очень изменилась после убийства Аль-Хусейна. Он уже не мог жить той жизнью, которой жил прежде. Народ стал часто восставать против власти Язида, и когда где-то возникал бунт, то он жестоко подавлял его. Даже многие жители Медины выступили против него. И он совершил против них еще одно преступление, которое стало известно как битва Аль-Хара, в которой было убито немало сподвижников. Правление Язида не было долгим, всего 4 года, затем он покинул этот мир. И так было с каждым, кто когда-то обидел Аль-Хусейна или участвовал в его убийстве, или был доволен его убийством. Все они были наказаны Всевышним Аллахом. В книгах истории упоминается, что один из жителей Куфы пришел к людям и стал поносить перед ними Аль-Хусейна, и в тот же момент Аллах лишил его зрения. Другой же человек бранил Аль-Хусейна, а когда пришел к себе домой, то Аллах лишил его рассудка. Да проклянет Аллах того, кто убил Аль-Хусейна, мир ему, кто участвовал в его убийстве и кто был доволен его убийством. Дорогие зрители, однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на минбар, откуда стал наставлять людей, обучать сподвижников и повторять им то, о чем он мечтает.
Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, мне хочется сражаться на пути Аллаха, затем быть убитым, затем снова сражаться и снова быть убитым, затем снова сражаться и снова быть убитым. Вот эта мечта, и как же прекрасна эта мечта. Об этом мечтал дед Аль-Хусейна, и эта мечта осуществилась для Аль-Хусейна в Карбале. Да, Аль-Хусейн умер шахидом и поднялся к своему Господу счастливым. Послушайте, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, описывает высокое положение и достоинство человека, погибшего на пути Аллаха. Он говорит: «Поистине, погибшему на пути Аллаха будет даровано 6 достоинств. Ему простятся его грехи, он будет находиться в безопасности от мучений могилы и будет находиться в безопасности в день суда. На него наденут корону величия, яхонт, в котором прекраснее этого мира и всего, что в нем есть. И он сможет заступиться за 70 членов своей семьи и получит жены 72 гурий». Все эти достоинства будут дарованы погибшему на пути Аллаха. После того, как мы узнали об этом, давайте зададимся вопросом: понес ли убыток Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, когда был убит на земле Карбалы, или же он получил прибыль? Если мы скажем, что он понес убыток, то мы опровергнем слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А если скажем, что получил прибыль и преуспел, то оплакивают ли того, кто получил прибыль, и печалятся ли о том, кто преуспел? Поистине, почтением Аллаха по отношению к Аль-Хусейну является то, что он покинул этот мир шахидом, и Аллах почтил его смертью на пути Аллаха, как он почтил этим Умара и Али, как почтил Хамзу и Джафара. Именно так мы должны относиться к гибели Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах. Так зачем же бить и колотить себя? Зачем причитать и делать то, что является запретным в нашей религии? Послушайте, что сказал Всевышний Аллах о тех, кто погиб на его пути. «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа». О Господь наш, каково их положение? Радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Да, Аль-Хусейн получил в награду рай, ширина которого равна ширине небес и земли, уготованного для богобоязненных. И мы с убежденностью говорим, что Аль-Хусейн, мир ему, сейчас находится вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками. Как же прекрасны его спутники! Да, Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, был убит, что было большим горем для всей общины. Он, да будет доволен им Аллах, погиб на пути Аллаха, и Всевышний Аллах принял его к себе. Несмотря на то, что это было горем, это случилось только с позволения Аллаха, ведь любая беда постигает нас только с позволения Аллаха. Глаза плачут, сердце печалится, но верующий говорит только то, чем доволен Аллах. Которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Мы не говорим ничего, кроме того, что вызывает довольство Аллаха. Да, мы не бьем себя по лицу, не разрываем на себя одежду, не рвем волосы, не оскорбляем и не проклинаем. Напротив, мы проявляем терпение, надеясь на награду Аллаха, ведь нас ждет встреча с Аллахом. Да, горе огромное, но до Аль-Хусейна умер его дедушка, самый лучший из всех творений, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, что было самым большим горем для мусульман. И до него был вероломно убит его отец, Али ибн Абу Талиб, Абу Аль-Хасан, которого любил Аллах и его посланник. И вот Аль-Хусейн тоже присоединился к каравану мучеников. Проявляйте терпение, о мусульмане, и надейтесь на награду от Всевышнего Аллаха. Просим Аллаха, чтобы Он собрал нас вместе с Аль-Хусейном в райских садах.
Аль-Хусейн, мир ему, пожертвовал своей жизнью, чтобы объединить мусульман, а не разделить их. Имам Аль-Хусейн не желал разделить эту общину или расколоть ее, напротив, он хотел объединить ее на истине, выступая против несправедливости. Потому что Всевышний Аллах повелел этой общине придерживаться единства. Что произошло, то произошло. Что случилось, то случилось, и это было предопределено Всевышним Господом. Этот народ уже ушел в прошлое. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали. Нам же было велено следовать Слову Всевышнего Аллаха. Крепко держитесь за верфь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Мы объединяемся на любви к роду посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и на любви к его сподвижникам, и никогда не разделяемся. И если бы Аль-Хусейн сейчас был среди нас, то он повелел бы нам сплотиться и быть едиными, подобно одной руке, перед любым нашим врагом, чтобы вызвать гнев у всех наших врагов, объединившись на единобожии и любви к сподвижникам посланника Аллаха, и на любви к его чистому и благому роду, да благословит его Аллах и приветствует. Так поступил Аль-Хусейн, и этого он хотел от нас, да будет доволен им Аллах и сделает его довольным. Дорогие зрители, поистине Аль-Хусейн, мир ему, не нуждается в поднятии лозунгов или сочинении стихов. Хватит повторять поэмы и распевать жалобные нашиды. Тот, кто действительно любит Аль-Хусейна, пусть искренне следует сунне и откажется от всех видов новшеств. Дорогие братья и сестры, вот мы и дошли до конца одного из красивейших жизнеописаний, жизнеописания имама Аль-Хусейна, мир ему, наполненного исключительным героизмом, самопожертвованием и отдачей. Мы дошли до конца, но с позволения Аллаха, каждого, кто полюбил Аль-Хусейна и последовал путем его деда, да благословит его Аллах и приветствует, ждет и еще встреча в райских садах. Да хранит вас Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. زلزلي يا عرض زلزلي يا عرض زلزلي يا عرض امطري يا سما امطري يا سما امطري يا سما مات الحسين لقد مات الحسين لقد مات الحسين ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور منها هنا السلام عليك أيها الحسين وبيننا وبينك 14 قرنا السلام عليك يوم ولدت ويوم قتلت ويوم تبعث حيا ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر ومشيت تلاحظ